Олимпийский комитет принял решение не отстранять российских спортсменов от Олимпиады. А может ли это развитию российского спорта? Мне кажется, мы, собственно говоря, не должны зависеть ни от чьего мнения, и как развивались раньше, так и развиваться. И не должно у нас влиять, отстранили нас. Для них честь, что наши спортсмены там участвуют, мне кажется. Нет, не поможет. Почему? Ну, потому что надо дорогу молодым давать. Ну, все вправе должны выступать. Ну, и Россия такая большая страна и должна представлять на Олимпийских играх. Ну, как бы себя. Ну, как это на развитие спорта может сказаться? Ну как, ну даже дети, элементарно дети смотрят и как-то, ну, стараются быть похожими на наших спортсменов. Честно, не знаю. Может быть, поможет. Трудно сказать, я не думала об этом. Мне кажется, это поможет российскому спорту и нам, потому что это какой-то удар по всей стране, отстранение, в принципе, российских спортсменов от участия в Олимпиаде. Развитие, ну, как бы причина же была какая, допинг в основном. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши спортсмены выступали чистыми. И надеюсь, что все это помогут. Я думаю, да. Надо когда-нибудь заканчивать с этим, конечно. Но я думаю, что все принимают допинги во всех странах. Не только, к нам предвзятое отношение сейчас в связи с такой политической обстановкой. Поэтому к нам так строго относятся. Но я думаю, все у нас будет хорошо. Всю жизнь участвовал в Олимпиаде. Всю жизнь в спорте. Вы, Правильно? да? Нет, Россия, Советский Союз. Мы же люди Советского Союза, насколько помним. Так развивался спорт хорошо, правильно? Ну, сейчас не знаю. Нет, собственно, что мешает спорту становиться лучше? Явно не какие-то там, да, международные организации. Что мешало футбольную сборную делать из своих игроков, а не нанимать этих высокооплачиваемых иностранцев? То есть, на мой взгляд, это совершенно никак не связано. Дело в том, что мой дед на самом деле связан со спортом. Лужники строились вообще по его проекту, ну, такому не архитектурному, а по замыслу. Михаил Таборко его звали, вот, поэтому что мы имеем прямое отношение к тому, что, в общем, к тем взлетам спорта, которые, так сказать, в 20 веке были, да, сейчас сплошной фол, поэтому, ну, что тут скажешь? Ну, пусть попробуют. Хотя, честно говоря, чемпионат мира, который готовится вот у нас в 2018 году, у всех вызывает не то, что там стыд, а панику, да, потому что огромные деньги на инфраструктуру тратятся сейчас, а вот шансов победить с такой сборной просто ноль. Вот, поэтому, ну, как говорится, мы рады гуманизму иностранцев, но российских спортсменов это лучше никак не делает.